Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Масштабное благоустройство. Новый детсад, ремонт мостов, спортзалов и кровли в Гагарском районе проходят восстановительные работы. Желание ходить. 8 подопечным фонда с диагнозом ДЦП на приобретение ортезов необходимо собрать более 300 тысяч рублей. Поехали в Абхазию. В нашей стране проходят съемки популярного тревел-шоу на Первом канале. Министр культуры Даур Кови поздравил работников абхазских музеев с профессиональным праздником – Международным днем музеев. Министр выразил признательность сотрудникам музеев за добросовестный труд и высокий профессионализм в деле сохранения историко-культурного наследия республики. Благодаря вашей самоотверженной работе по бережному сохранению материальных свидетельств прошлого страницы истории навсегда защищены от забвения, отмечается в поздравлении. Даур Кови пожелал всем сотрудникам музеев крепкого здоровья, благополучия, реализации новых творческих проектов по исследованию и популяризации исторического наследия Абхазии. В Сухуми в эти часы проходит акция «Ночь в музее», приуроченная к Международному дню музеев. В ней участвуют 4 государственных музея. Музей боевой славы, Государственный музей литературный, музей Дмитрия Гуля и музей Банка Абхазии. Цель акции – привлечь самую широкую аудиторию к музейному наследию. Репортаж о том, какой была ночь в музее в этом году, смотрите в завтрашнем выпуске новостей. Премьер-министр Александр Анквабы и почетный консул Абхазии в Приволжском федеральном округе России Владимир Литвинчук обсудили вопросы сотрудничества в различных областях между Абхазией и Нижегородской областью, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Как отметил почетный консул, успешно развивается взаимодействие сторон в образовательной сфере. В Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете обучаются 20 студентов из Абхазии, будущие специалисты в области программирования, технологий пищевой промышленности, инженеры-электрики, инженеры-механики, дизайнеры одежды. 17 граждан республики получают высшее специальное образование в Академии МВД России в Нижнем Новгороде. Налаживается программа обмена учащимися средних школ. Владимир Литвинчук подробно рассказал о ходе реализации проекта по реконструкции в селе Псху памятника воинам-освободителям Кавказа от немецко-фашистских войск, который должен быть завершен в этом году. Александр Анкваб поблагодарил Владимира Литвинчука за активное участие в развитии двусторонних отношений и заверил в поддержке правительством Абхазии его усилий. Парк имени Сергея Багапш появится в Гагре, а также новый детский сад, ремонт СЭС, мостов, школьных спортзалов, кровли, укладка плитки на центральных улицах, благоустройство набережной. Эти и другие работы по восстановлению ряда объектов проходят сегодня в Гагарском районе. Строительство, благоустройство и ремонт практически полностью финансируются районной администрацией. Подробнее в репортаже Гугуцы Вардания. Заведующая бактериологической лабораторией санэпидемстанции Гагарского района Сусана Туманян не может сдержать радости. СЭС она работает с 80-х годов прошлого столетия. И впервые за эти годы здесь идет капитальный ремонт. Врач-бактериолог вспоминает, что все послевоенное время работать приходилось в тяжелых условиях. Веткие стены, холод и плесень. Даже отдыхающие, когда приходили, особенно вот когда инфекционные кишечные заболевания начинаются, август, сентябрь, октябрь, приходили, они в шоке были. У нас стены были все разломаны, в плесени, в грибке, у нас даже окна не было. И сидели, дрожали. Зимой сидели, дрожали в дубленке. Ну, хотя, я говорю, мы анализы все делали как полагается. Обслуживали население, проверяли объекты, все делали как полагается. Но сейчас спасибо нашему главврачу, спасибо администрации. Ремонтные работы начались в июне 2022 года. После обращения в Гагарскую администрацию главврача СЭС именно Язычба специалистами была составлена проектно-сметная документация. Восстановление объекта проходит в 3 этапа, 2 уже завершены. На ремонт здания из местного бюджета выделено более 20 миллионов рублей. Так объект будет выглядеть после завершения работ. Первые 2 этапа уже мы закончили, на них ушло где-то 6,5 миллионов. Пока процесс мы еще не запустили в работу, мы ожидаем стабилизатора, так как есть проблемы с напряжением. Вот со дня на день они поступят, и мы сможем перевести уже и запустить ПЦР-лабораторию, которая сейчас находится в центральной районной больнице.
Еще один объект, восстановление которого финансируется за счет средств местного бюджета – Гагарский детсад номер 7 по улице Абазга. Он давно не функционирует. Все, что оставалось от здания долгие годы – это ветхие кирпичные стены. Уже в сентябре 2023 года детский сад откроет свои двери для сотни детишек. Практически с нуля восстанавливаем. Тут раньше был старый детский сад, который пришел полностью в негодность. Ничего кроме стен не было. В общем, идет полная реконструкция этого объекта. Работы в процессе идут. Очень надеемся, что к концу этого года мы уже будем его ввести в эксплуатацию. Общая сметная стоимость данного объекта 58 миллионов рублей. Тоже все оплачивается со средств районного бюджета. За счет средств инвестпрограммы была восстановлена часть Гагарской набережной. Восстановление оставшейся территории финансируется за счет средств местного бюджета. Выделено более 36 миллионов рублей. Это 840 погонных метров. Около 5000 квадратов плитки было уложено. Была реконструирована подпорная стена с крышками и со столбами по точно такому же проекту, который проходил по инвестпрограмме. Работы идут к завершению. Осталось установить столбы освещения и по мелочи доработать уже кое-какие моменты. А так в целом к сезону все будет готово. На проспекте Владислава Ардзенба укладывают новую тротуарную плитку. Сметная стоимость проекта более 29 миллионов рублей. Работы финансируются из средств местного бюджета, а также при поддержке местных предпринимателей. Предприниматели города Гагра по просьбе администрации откликнулись и напротив своих объектов кладут тоже облагораживают тротуарные зоны. Протяженность порядка 7-8 тысяч квадратных метров. Весь проспект Ардзенба отремонтируют? Ну, не совсем, он очень большой. До лета хотим основную его часть отремонтировать, восстановить все пешеходные зоны, а после летнего курортного сезона продолжить уже дальше. Еще одна приятная новость для жителей Гагарского района. В городе появится сквер имени Сергея Багапш. Сквер будет расположен на 7,5 тысячах квадратных метров. Это проект сам в себя включает 2 этапа реализации. Первый этап – это замена магистральных труб водяных. Одна диаметром 400, другая диаметром 350. Данный этап подходит к завершению. Одна труба уже переподключена, вторая в течение 2-3 дней будет тоже уже заменена полностью. И начнем к реализации второго этапа, то есть уже разбивка непосредственно самого сквера. Сам проект предусматривает сметную сумму в 29,7 миллионов рублей. Деньги с районного бюджета Гагры. В общем, скорее всего, к концу года проект будет реализован. Мост через реку Жойквара в Старой Гагре тоже ремонтируют. Масштабных ремонтных работ здесь не было еще с довоенных времен, рассказывает Адам Арцишба.
На восстановление объекта местной администрации выделено более 10 миллионов рублей. Было принято решение администрации Гагарского района облагородить, восстановить. Он не был аварийным. Мы просто решили, что это въезд в город, и он уже не соответствовал нашему городу, облик этого моста. Решили его чисто косметически привести в порядок. Тут будут заменены перила, будет установлена отбойная стена, и с двух сторон моста будут пешеходные зоны. В Бзыбской школе номер 1 идет строительство спортзала. Прежний спортзал, по словам педагогов, из-за ветхости стал опасным для занятий физкультурой. Поэтому было принято решение его снести и построить новый. Из средств Гагарской администрации выделено более 27 миллионов. Процентов 40 уже сделано. Ну, в сентябре уже пойдет? И я думаю, что если финансирование будет вовремя, то пока никто не жалуется насчет финансов, успеют 1 сентября. А вот сейчас где дети занимаются? Когда хорошая погода, на улице проводим, естественно. Когда плохая погода, в классе шахматы, шашки играют дети и занимаются теоретическим сведением. Во второй Гагарской школе идут работы по замене кровли. Образовательное учреждение открылось в 1986 году. С тех пор капитального ремонта здесь не было. Благодаря Гагарской администрации у нас идет замена кровли. На трехэтажном здании кровля полностью заменена. Работы идут около месяца. Сейчас работы начинаются над двухэтажным зданием. С сегодняшнего дня будет проходить демонтаж крыши. И я надеюсь, работы займут около месяца, и кровля будет заменена полностью. Гагра – это наш город, девиз местных жителей. Этот слоган на въезде в город – часть истории. На протяжении многих лет эта вывеска на пересечении проспекта Арзенба и улицы Демерджипа нуждалась в реставрации. Сегодня восстановленная надпись с подсветкой на абхазском и русском языках приветливо встречает гостей. Гугу Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Депутаты парламента Республики Абхазия во главе с заместителем спикера Ашотом Минасян принимают участие в работе 38-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Мероприятие проходит под председательством главы Государственного совета Хасе Республики Адыгея Владимира Наружного. В составе абхазской делегации председатели члены парламентских комитетов Рашида Айба, Алмаз Акаба, Винори Бебе, Ливон Галустян, Беслан Эмрухба, Тимур Бея, Батал Джопа и Астамур Герхелия. На заседание комитетов были вынесены вопросы экономики, социальной политики, местного самоуправления, развития спорта и туризма. Также предметом обсуждения парламентариев стали законодательные предложения по улучшению системы здравоохранения и образования, совершенствованию административного законодательства, бюджетной и налоговой политики сферы ЖКХ, экологической безопасности. В Минздраве России состоялась встреча министра здравоохранения Эдуарда Бутба с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко, сообщает пресс-служба Минздрава. Фисенко и Бутба обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области здравоохранения. Речь шла и о приближающемся курортном сезоне. Российские коллеги выразили готовность оказывать помощь по всем основным вопросам. Виктор Фисенко назвал эффективной практику обмена специалистами на время летнего сезона и командировки российских врачей-инфекционистов и педиатров в медучреждения Абхазии. Также отметил надежность российско-абхазских отношений и успешное развитие двустороннего взаимодействия в сфере здравоохранения. Завершил свою работу 11-й Петербургский Международный юридический форум – одно из ключевых мероприятий в сфере юриспруденции. Около 4000 участников из 54 стран и территорий, включая Россию, были объединены идеей поиска правового регулирования геополитического кризиса. Как отметил министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, основная тема форума – построение суверенного права и многополярного мира. Владимир Путин, обращаясь к участникам форума, отметил, что именно верховенство закона, уважение к суверенитету государств –
это прочная основа для формирующегося более справедливого и демократического многополярного миропорядка. По традиции на пленарном заседании выступил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Спикеры форума – это ведущие юристы страны, выступающие в различных областях права, политики и руководители государственных и международных организаций, представители бизнеса. Участие в работе форума приняли 20 министров юстиции, среди них и абхазский министр Анри Барцец. Хотел бы передать слово министру юстиции Республики Абхазия Андрию Львовичу Барцицу. Уважаемый Андрей Львович, известно, что в Абхазии продолжается развитие институтов юстиции. Это и цифровизация, и регулирование деятельности некоммерческих организаций, и в целом построение суверенной правовой системы. Пожалуйста, передаю вам слово. Спасибо. Уважаемый Константин Анатольевич, уважаемые коллеги, наши межведомственные отношения являются зеркальным отражением наших межгосударственных и международных отношений, взаимоотношений, основанных на дружбе, союзничестве, стратегическом партнерстве. Мы с вами, известно, что величие народа не определяется его количеством, точно так же, как величие человека не определяется его габаритами. В этой связи я очень рад приветствовать здесь друзей России. Фальшивый друг похож на тень, он с вами только в ясный день, и я рад, что сегодня здесь искренние и добрые друзья. Отвечая на ваш вопрос, уважаемый Константин Анатольевич, совершенно очевидно, что цифровизация в системе ведомственного администрирования – это сегодняшний день, уже сегодняшний день. В этой связи в Республике Абхазия реализовываются проекты, хорошо известные, они находятся на стадии первичных шагов, какие-то достижения у нас уже имеются в этом плане, но я сегодня хочу сказать не об этом. В первую очередь есть такая вещь, как управленческая ментальность. Очень важно преодоление негативной управленческой ментальности. Следующая логическая дорожка – это вообще сама по себе управленческая ментальность, она столь же стабильна, как и гены. И можно изменить систему государственного администрирования, систему власти можно поменять, но очень важно изменить именно управленческую ментальность. И здесь в помощь, конечно же, современные технологии ведомственного администрирования. Дальше на поле исследования встает такой вопрос, как право на хорошее управление. Я вот сожалею, что в научном пространстве эта тематика не сильно изучена, развита. Я думаю, что для специалистов-теоретиков это хорошая площадка для научной мысли. Здесь речь идет о том, что органы власти беспристрастно и справедливо, без проволочек и по существу обязаны предоставлять государственную услугу гражданам. И предоставление этой услуги, еще раз возвращаюсь к тому, что основывается именно на современных технологиях. Но для того, чтобы мы с вами не оказались в ситуации, когда изобретатель дивана больше ничего не изобрел, я думаю, что нам необходимо двигаться вперед. Я могу ошибиться, но думаю, что завтрашним днем является межгосударственная цифровизация. Думаю, что это завтрашний день. Я могу там совсем коротко привести в пример. Это наш электронный документооборот. Мы жили в одном пространстве Советского Союза. У нас очень много актовых записей, которые есть на территории России, внутри там Республики Абхазия. Мы бы могли синхронизировать наши системы электронного обмена данными и сделать еще один шаг на пути к удобному предоставлению услуг для граждан. В заключении своего выступления хочу процитировать слова Фазиля Абдуловича Искандера. «Мудрость – это ум, настоянный на совести». И я желаю всем нам мудрости при принятии важных решений. Спасибо за внимание. Спасибо, очень глубокие слова, действительно. И я могу сказать, что вот это изречение, оно очень перекликается с теми дискуссиями, которые имели место на нашем форуме. В рамках 11-го Петербургского международного юридического форума было подписано 15 соглашений, договоров и меморандумов. Продолжаем выпуск. Незаконные приобретения, хранение, перевозка наркотического средства в особо крупном размере вменяется жителю города Сухум Калайджан Альберту Эдуардовичу. Все подробности в материале пресс-службы МВД.
Незаконные приобретения, хранение, перевозка наркотического средства в особо крупном размере вменяется жителю города Сухум Калайджан Альберту Эдуардовичу, 1982 года рождения. При личном досмотре у гражданина Калайджан изъят заизолированный сверток, в котором находился целлофановый пакет со светлым веществом внутри. Как впоследствии установлено при исследовании в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел, изъятое вещество является наркотическим средством метадон. Альберт Калайджан задержан сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району в селе Джирхуа в результате проведения оперативных мероприятий. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении задержанного по части 3 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственное подразделение Гудаутского РОВД. Министерство внутренних дел Республики Абхазия объявляет конкурс на право заключения договора поставки оборудования для нужд МВД в целях реализации программы развития системы автоматической фиксации нарушений ПДД. Конкурсная комиссия при МВД в составе представителей администрации президента, Народного собрания, парламента, Министерства финансов и Министерства внутренних дел. Срок подачи конкурсных заявок открыт с 18 мая по 1 июня. По адресу Сухум, улица Академика Марра, 35, канцелярия МВД Абхазии. С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте МВД Республики. В Абхазском государственном университете прошло вручение сертификатов экскурсоводам, окончившим обучение в Центре подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела. В этом году сертификаты получили 75 человек. О важности профессии гида, этапах обучения и программе курсов в репортаже Рады Чачава. С 2016 по 2023 годы курсы при Центре подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела в АГУ прошли около 500 человек. «Экскурсовод – это лицо нашего государства», сказал первый проректор Абхазского государственного университета Роман Тбар на вручении сертификатов об окончании обучения будущим гидам. Наша страна в качестве локомотива экономики имеет не так много двигателей. Одним из таких двигателей, конечно, является туризм, рекреация, и именно этот бренд для Абхазии является ключевым. А ключевая фигура в этом процессе, конечно, это фигура экскурсовода. То, с кем соприкасается турист, то впечатление, которое он получает, то, что ему показывают и рассказывают, это то самое сильное, ну, даже можно так сказать, самый главный продукт, которым может похвастаться наша страна. Роман Тбар, обращаясь к будущим экскурсоводам, отметил, что обучение при Центре подготовки специалистов в АГУ станет прочной основой для дальнейшей подготовки и заложит необходимый фундамент на будущую реализацию в профессии. У вас есть основа, на которой уложено новое знание в процессе повышения квалификации. Но самое главное то, что в течение этих 2 месяцев вы получили направление, по которому нужно двигаться. Экскурсовод или гид – это человек, который постоянно саморазвивает. Сегодня, значит, завершилось вот обучение. Я вижу, значит, сертификаты, которые подписаны ректором университета. Это документ, который свидетельствует о том, что вы получаете высшую квалификацию в данном вопросе. И это значит, что на вас будет ориентироваться и следующее поколение экскурсоводов. Обучение экскурсоводов при Центре в Абхазском государственном университете состоит из теоретической и практической части. При университете готовят экскурсоводов, методистов, инструкторов горно-пешеходного туризма. Ежегодно количество студентов у нас возрастает, то есть спрос на нашу профессию экскурсовода увеличивается. Данный курс у нас проходил в течение 2 месяцев. Общего объема количества часов мы провели 298 часа, которые делили на практические и теоретические занятия. Теоретическая часть подготовки экскурсоводов состоит из истории, географии, этнографии Абхазии, методической работы и оказания доврачебной помощи. Во время практики будущие специалисты совершают выезды по экскурсионным маршрутам и самостоятельно составляют программу. Опытные экскурсоводы также могут пройти повышение квалификации при Центре. Мы проходим курсы подготовки экскурсоводов. Это первый этап к тому, чтобы вы получили
присвоения звания экскурсовод. Без категорий и в зависимости от стажа потом в дальнейшем вы можете стать экскурсоводом 2-й и 1-й группы. С учетом нашего сертификата у вас дается возможность идти дальше и расти дальше. Будущие гиды, которым еще предстоит доказать свою квалификацию в Министерстве туризма республики, обучение при центре ВАГУ оценили очень высоко и поделились причинами выбора профессии. В первую очередь, это, конечно же, знакомить людей со своей страной, так как Абхазия в первую очередь нуждается в этом. Нас должны знать люди, и чем больше нас знают, тем лучше жить для нас самих. А потом еще, конечно же, то, что история Абхазии – это очень интересный предмет. Я считаю, что ее нужно продвигать. Понравилось, конечно, все. Все-таки мастера своего дела, они нас обучали, не дали нам знания. И на протяжении 3 месяцев каждая лекция была по-своему очень даже интересна. Я бы не сказал, что были какие-то там минусы или какие-то неинтересные лекции. Все было прекрасно. В этом году сертификаты об окончании курсов при Центре подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела Абхазского государственного университета получили 75 человек. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Поехали! Это популярное тревел-шоу на Первом канале. Съемочная группа путешествует по всей России, в том числе по республикам Северного и Южного Кавказа. В эти дни наши коллеги проводят съемки в Абхазии. Маршрут съемок пролегает через Гагру, Новый Афон, озеро Рица, Бзыбское ущелье, Пицунду, Сухум и Ачимчиру. О съемочном процессе, о впечатлениях и эмоциях команды Первого канала в репортаже Асиды Малия. Идем в самое сердце Сухумского пирса к нашим коллегам и гостям, телеведущим Евгению Покровскому и Марии Осадник. Они приехали в Сухум. Зачем и почему, познакомимся и узнаем. Ребята, добро пожаловать. Спасибо, привет! Привет, Сухум! Привет, Абхазия! Расскажите, с момента приезда вы попали на хорошую погоду, потому что у нас были дожди? Да, но мы убедились, что даже и в дожди есть чем заняться. Мы думали, примерно города плюс-минус одинаковые, все-таки курортная зона, но Гагра просто колоссально, прям полностью отличается от Сухума. Да. Мы сегодня узнали, что Сухум — это такая, знаете, такая неспешная история, очень разнообразная. Здесь политический, культурный центр, да. Гагра — это все-таки курорт, шляпы с полями, и наслаждаешься всей этой скандинавской архитектурой. Все, что мы пока успели посмотреть, это вот только набережная. Это Брехаловка, набережная, вот этот пирс. Но вот первое ощущение, Женя уже сказал, что вроде бы столица должна быть, суета. Здесь люди пьют не спеша кофе. Все, кстати, очень модные. Мы даже поспрашивали, вы где так модно одеваетесь? Майские дожди, конечно же, помеха для съемок тревел-шоу, но не настолько, чтобы задерживать съемочный процесс. Ведь любая погода прекрасна, особенно если видеть лучшее, как это делают ведущие. В отличие от Гагры, Сухум встретил залитый солнечными лучами, но и раскрылся гостю сразу. Любое место красят люди. В первую очередь люди, их отношения, их открытость, их гостеприимство. Мы, конечно, немножко переживаем, что мы приехали не в сезон, а только перед его началом, потому что там говорят, вот, знаете, тут магнолия тут должна зацвести, тут вот это. Но мы уже для себя нашли и для наших зрителей. Для нашей программы, изюминки. И природа невероятная. Поехали! Это популярное тревел-шоу на Первом канале. Съемочная группа вслед за ведущими путешествует по всей России аж с прошлого года. График съемок плотный и насыщенный. За это время они успели посетить более 25 городов, в том числе и республики Северного и Южного Кавказа. Ведущий в Абхазии впервые, а вот Армен Мадаян бывал здесь и ранее. Он генеральный директор Мотор Продакшн, какое-то время работал на телеканале НТВ, где в свое время познакомились с Гарри Аристава. Так 15 лет они были коллегами, и можно сказать, что именно эта дружба отчасти повлияла на приезд сюда тревел-шоу. Армен рассказал о том, что их маршрут пролегает через Гагру, Новый Афон, озеро Рица, Бзыбское ущелье, Пицунду и обязательно посетят Ачимчиру. К
кофе на Брехаловке, размеренному ритму посреди рабочего дня сухумцы привыкли, а для гостей это любопытное явление, как и вкус кофе, сваренного на песке. Да и где найдешь такое кафе под открытым небом, пальмами, видом на море и оркестровым исполнением поющих чаек? Все это непременно нужно показать зрителям Первого канала. Программа «Поехали» как путеводитель для путешественников. В нем ведущие посещают красивые локации, пробуют местную кухню, знакомятся с культурой. В общем, погружают потенциального туриста в эту атмосферу. Григорий Пришельский, режиссер программы «Поехали», тоже заказал кофе, пользуясь небольшой паузой в съемочном процессе. Я говорю операторам, как надо снимать, куда встать, ведущим куда встать, как мы оправдываем ту или иную ситуацию. Если я вижу что-то, что может заинтересовать зрителя, я предлагаю это, мы это разворачиваем, вот эту историю разворачиваем. В общем, Григорий руководит всем съемочным процессом и зачастую не по плану, в хорошем смысле этого слова. Но, к примеру, кто бы мог предположить подобный импровизированный танец прямо на набережной? Это такая история, которая во многом ситуативна. То есть мы видим какую-то, например, сегодня увидели замечательную бабушку, которая торговала орехами. Мы подошли, пообщались. Но это не было запланировано, это такая жизнь, такой момент жизни. И мы стараемся такие вещи видеть, снимать, замечать и показывать зрителям. А ведущие продолжают работать, знакомиться и общаться. Под ветвистыми пальмами и эвкалиптами они сидят за столиками и играют в домино с местными аксакалами. Чтобы влиться в атмосферу, нужно сыграть хотя бы одну партию. Чем она закончилась, нам неизвестно. Но вот то, что на душе у наших гостей, телеведущих Первого канала, нам понятно с первых слов. Знаете, что хотелось бы пожелать? Побольше молодой аудитории, молодых туристов, или как у вас правильно их называют, гости. Вот это нас тоже поразило, знаете, везде как бы туристы, а вас говорят, нет, да, вы знаете, у нас не туристы, да, у нас гости. Да, и берегите своих людей и свою аутентичность. Абхазию в программе «Поехали» покажут в одну из ближайших суббот в 10:10. В ней мы увидим свою республику и вновь влюбимся, как и гости нашего солнечного рая. Асида Малия, Константин Парулова, Абхазское телевидение. Члены Общественной палаты выражают глубокую обеспокоенность в связи с участившимися случаями аварий на дорогах Абхазии, обращаются к населению с призывом следить за скоростным режимом, не нарушать правила дорожного движения. Для нашей страны, еще не залечившей раны войны, в которой мы потеряли наших доблестных бойцов, смерть каждого гражданина – это большое горе. Будьте благоразумны, пожалейте себя и своих близких, и главное, поймите, что ваша жизнь принадлежит не только вам, но и Абхазии, которая нуждается в каждом своем гражданине, чтобы страна процветала и становилась сильнее, говорится в частности в обращении. Президент ТПП Абхазии Тамила Мирцхулава по приглашению главы Республики Татарстан Рустама Минниханова принимает участие в 14-м международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир. Казань-форум». В этом году форум палат собрал более 250 участников из регионов России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества. Мы заинтересованы в сохранении и развитии деловых связей между организациями. Наша задача – открыть новые направления для сотрудничества и договориться о совместных проектах, считает Тамила Мирцхулава. Также состоялась встреча Рустама Минниханова с руководителями зарубежных палат, в которой в качестве почетного гостя приняла участие Тамила Мирцхулава. Казань-форум дает хорошие возможности для выстраивания новых контактов между представителями бизнес-сообщества. Международный форум торгово-промышленных палат проходит в Казани 3-й год. Абхазская делегация участвует в форуме 2-й раз. В преддверии туристического сезона в рамках рабочих поездок по районам республики министр туризма Тимураз Хишба встретился с главой администрации города Сухум Бесланом Эшпа. На встрече с министром туризма Тимуразом Хишбом глава столицы Беслан Эшпа отметил, что в администрации Сухума есть понимание того, что в преддверии летнего курортного сезона все города республики должны проводить подготовительные работы. Мэр рассказал о ремонтно-восстановительных работах по городу и выразил готовность выслушать рекомендации министра. Все города, особенно туристической направленности в нашей стране, должны проводить подготовительные работы, так, чтобы туристы, которые посещают нашу страну, получали максимальное удовольствие от нахождения у нас в стране и имели возможность и желание приезжать еще и еще раз.
Поэтому с удовольствием выслушаем ваши рекомендации, что нужно было бы еще сделать, потому что вы в этом плане и как профильная структура орган госуправления вам виднее. Поэтому, кроме тех плановых работ, которые проводит администрация ежегодно в преддверии начала летнего курортного сезона, естественно, все эти стандартные вещи мы сделаем. Еще с учетом того, что в администрации проводится ряд крупных восстановительных работ, таких как на горе Фуникулер, да, там на береговой части, на набережной у нас парк имени Тараса Мироновича Шамба, вот, и ряд других объектов, также ремонт инфраструктуры. Только начали ремонтно-восстановительные работы по дорожному полотну, то есть улицы восстанавливаем, проводим ямочные ремонты, только начали буквально вчера, так скажем. Потому что появился асфальт, его не было с начала года, поэтому дороги у нас пришли в негодность, и так долго мы это дело затягивали. Министр по туризму прогнозирует большое количество отдыхающих в нынешнем летнем сезоне. А так как Сухум – самый большой город страны, то и нагрузка на столицу будет самой большой, заметил Теймураз Хишба. Хотели бы побеспокоиться о комфорте наших гостей и о безопасности. Что касается комфорта, это, конечно, прежде всего свет и вода, и возможность передвигаться спокойно по нашей столице. И второе, конечно, это элемент безопасности. Я хотел бы, если это возможно, поинтересоваться, какие-то либо ведутся работы в спасательных станциях на городских пляжах. Я знаю то, что есть пляжи, на которых работают бизнесмены и сами обустраивают его. Но я, насколько знаю, центральные пляжи города Сухум, они, на наш взгляд, особо могут быть опасны в случае штормов и в случае очень жаркой погоды, так как, к сожалению, наши гости не всегда понимают, как себя нужно вести на воде. В тесном контакте с МЧС мы обсудим, потому что кадровых спасателей у администрации города нет. Мы будем пользоваться их услугами, какими-то договорами, будем, значит, пользоваться там, чтобы они какой-то график вводили, тот, который будет для них удобен. В том плане, там, скажем, мониторинга постоянного. Но смею так себе, как говорится, позволить, что прецедентов того, что кто-то утонул на Сухумском пляже, таких не было за 3 года, потому что действительно эти мероприятия проводились, и вот мы вот в таком режиме в этом году, может быть, надо усилиться. Согласен, мы обязательно эти вещи предусмотрим. Затем глава администрации Сухума и министр по туризму прошлись по набережной. Теймураз Хишба поинтересовался, существует ли возможность отремонтировать причал. Бесланешба поделился, что есть бизнесмен, который в качестве подарка городу берет на себя расходы по восстановлению. Уже даже готов проект реконструкции. Но в связи с ситуацией СВО дело пока заморозилось. Эту часть мы в этом году сделаем. Мы полностью отреставрируем все столбы, систему освещения, парапетную часть всю. И вот так прям. Пока инвестпроект, ждем инвестора, ведем переговоры. Он взял паузу, у нас есть полноценный проект восстановления. Вот. Российский предприниматель в качестве благотворительности хочет нам это дело подарить. Да. Ну, не в таком виде, в котором есть, чуть расширить ее. Она вообще по факту уже имеет еще историческое значение. Она и есть главная пристань Сухума. Она номер 1. Да. Питерский институт проектно разрабатывал проект, он такой дорогостоящий. Масштабные восстановительные работы по столице проходят в других локациях. Но, проходя по набережной, Бесланешба в пути рассказывал министру о них. В парке имени Баграта Шинкуба чиновники остановились у информационного бокса. Всего таких инфобоксов по городу 3. Они установлены также на площади Сергея Багапш и в парке имени Ефрема Эшба. При нажатии на выбранную графу пользователь может получить исчерпывающую информацию о достопримечательностях Сухума, о мероприятиях и спектаклях в учреждениях культуры, об адресах отелей, популярных кафе и ресторанах. И самое интересное, поможет проложить маршрут по городу. Информационные боксы, которые в городе были установлены, тут есть возможность у наших, допустим, тех же там театров выставлять свои афиши, плюс ознакомиться с теми достопримечательностями, которые есть у нас в городе, с культурными объектами, медицинскими учреждениями, ресторанами, кафе, с отелями для размещения такси и так далее. То есть есть возможность подойти в интерактивном формате, покликать, допустим, на каждую там на карту или отели, чтобы можно было получить от них информацию. Как минимум еще в 2 городах нужно такие вещи поставить. Это будет Сухум
подал очень хороший пример. Это очень нужная вещь, она вообще имеет место во всех туристических местах, во всем мире. Я думаю, что как минимум в Гаграх и в Афоне такую штуку можно Мы скажем коллегам, да. В этом парке также для удобства горожан и туристов с детьми установлена скамья для кормления и ухода за ребенком. Данный проект был реализован при поддержке ЮНИСЕФ специально для кормящих матерей, для того, чтобы сделать их пребывание в парковых пространствах максимально комфортным, то есть чтобы им не приходилось прерывать свой отдых на время кормления ребенка. Достаточно комфортная приватная зона для того, чтобы можно было покормить ребенка и дальше продолжать отдых, прогулку и так далее. Соответствует всем современным подходам к обустройству общественных пространств, поэтому рассчитываем на то, что отдыхающие жители столицы по достоинству оценят. Одним из излюбленных мест сухумчан и гостей столицы стал сравнительно недавно сооруженный мост счастья. Бесланешба рассказал, что прилегающая территория также станет удобной рекреационной зоной. Здесь пойдет у нас деревянная дорожка дальше. И здесь будет такая зона отдыха, без каких-либо там, имеется в виду всякого рода кафе, мороженых, ничего. Просто зона отдыха, лавочки. И все будет, естественно, максимально без пластика, без железа, только вот дерево. Глава Сухума показал министру по туризму строящийся объект по улице Акиртава-1. Гостиничный комплекс «Сухумская ривьера» с кондитерским цехом и рестораном, который смогут посещать не только постояльцы гостиницы. В здании 6 этажей, 5 наземных и 1 подземный. Всего 50 номеров, койко-мест 120. Все номера с балконами, из окон вид на море и горы. Скажи, пожалуйста, вот эти зоны слева и справа, вокруг отеля, она все равно как-то же будет? Она будет, конечно, облагораживаться все будет. Не предполагается, уже заказаны именно берегоукрепительные, берегозащитные, скажем так, мероприятия. Это перилы. То есть для того, чтобы человеку было комфортно, и человек, не дай бог, чтобы никаких несчастных случаев не было, это все уже заказано, столбы уже установлены, то есть будет полностью ограждение по периметру. Оно будет глухое? Оно не будет глухое, нет, оно будет из металлического пластика. Это серьезный объект. Общая площадь территории 3600 квадратных метров. Из них порядка 1000 квадратных метров идет под застройку. Все остальное – территория по благоустройству. 1 июля планируют запуститься. В гостинице будет также бассейн. Ислам Федорович вас спросил по поводу рабочих мест. Это вы сказали, да. около 30 человек. Это порядка 35-40 человек. Скажите, какая будет средняя зарплата? Средняя заработная плата будет начинаться от 25 тысяч рублей. Все-таки по стране за меньшую сумму и работать нельзя. Хорошо. Но это уже дальше в зависимости от того, кто на какой должности, кто будет по штатному расписанию. Значит, вот наш бассейн. Бассейн у нас состоит из 2 зон. Это зона для взрослого населения, скажем так. И отдельная часть у нас детский бассейн. Да. Вот сейчас на этапе отшлифовки бетона. Дальше у нас пойдет именно устройство оборудования и дальнейшие отделочные работы. Ориентировочный срок завершения этих работ порядка 30-35 календарных дней. Как рассказал помощник директора, в дальнейшем в подземном этаже под рестораном планируют открыть караоке-клуб. Будут также спа-зона и хамам, сауна и массажный кабинет. Амра Амичева, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Анри, Алан, Кристина, Инал, Сандро, Денис, Аляс и Альберт. Дети разного возраста, но всех их объединяет один общий диагноз – ДЦП. Дети нуждаются в нашей с вами помощи. Культурно. Благотворительный фонд «Ашан» открывает сбор средств на приобретение ортезов 8 подопечным фонда. На приобретение медицинских приспособлений необходимо собрать более 300 тысяч рублей. Эсмагуланзе расскажет подробности. Сперва это, конечно же, научиться ходить, а потом буду заниматься, дальше буду на море разбиваться, ходить на лошади, кататься еще. Потом буду дальше в музыкальную школу поступлю, может быть, после моей школы. И на каком инструменте ты хочешь играть? У меня есть гитара, я пока плохо играю. Как здорово. У меня там пока плохо получается. Надо учиться, конечно, и все будет хорошо, я думаю.
Все обязательно будет хорошо, и мечты имеют обыкновение сбываться. Особенно у тех, кто ежедневно работает над собой, борясь с тяжелым недугом. У 16-летнего Андри Аргун детский церебральный паралич. За его плечами лечение, операции, занятия. Впереди много стремлений и планов. 5-летний Алан Квачахия пока не может рассказать о своих мечтах, но он наверняка очень хочет, чтобы мама больше никогда не плакала. У нас вообще врачебная ошибка. Врачи все сделали. Ничегось. Как давно вы лечитесь? Как родился. Что уже сделано? Мы операцию делали в декабре. Вот декабря здесь сделали. Вот тут надрезы сделали. Подколенные. Ничего. Ну, он сказал, что надо заниматься постоянно ЛФК. Да, и слепки снимали вот на ортезы. Этот врач с Еревана приезжал. Мы слепки снимали, и надо нам ортезы одевать, чтобы ножку фиксировать. Вот он немножко неправильно идет. Анри, Галан, Кристина, Инал, Сандро, Денис, Аляс и Альберт – дети разного возраста, но всех их объединяет один общий диагноз – ДЦП. Всем им фонд Ашана оказывал помощь в прохождении реабилитации, благодаря чему их общее состояние немного улучшилось. Сейчас дети снова нуждаются в помощи. В ходе очередного визита врача-ортопеда из Армении Авсепа Даниэляна им были назначены специальные медицинские приспособления – ортезы. На данном этапе мы сняли слепки с доктором, который приезжал с Еревана. И данные слепки мы отправляем в Ереван, и там на их основе изготавливаются ортезы. Ортезы необходимы детям, у кого есть деформация ног. Вот. И очень они необходимы тем, особенно у кого были операции, потому что после операции, если не носить слепки, соответственно, вся операция пойдет на смарку, то есть ноги опять деформируются. От нас с вами зависит будущее этих детей. Только объединив усилия, мы сможем собрать необходимую сумму. Ортезы уже практически готовы. Сейчас необходимо оплатить всю сумму. На 8 детей получается более 300 тысяч рублей. Как только будет собрана и оплачена сумма, нам вышлют уже готовые ортезы. Мы передадим индивидуально каждому ребенку. Они уже прошли большой путь. Я надеюсь, что все, кто услышат, увидят историю наших подопечных, они в очередной раз поддержат, и мы с вами уже будем делиться хорошими результатами. Помочь детям можно, отправив СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать на официальном сайте КБФ Ашана. Давайте все вместе дадим шанс детям ходить самостоятельно. Эсма Гуланзе, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. 20 лет назад ушел из жизни талантливый и высокопрофессиональный юрист Лев Хагуш, который внес огромный вклад в развитие права и правоприменительной практики. Сегодня Льву Митовичу исполнилось бы 82 года. Очерк, посвященный его памяти, смотрите после выпуска новостей. 19 мая в Национальной библиотеке имени Папаскир с 17 до 23 часов будет проходить ежегодная акция «Библия. Ночь». В этом году акция приурочена к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Девиз акции «Память нашей победы». На каждом этаже организуется тематическая площадка, буккроссинг, литературно-музыкальная гостиная, книжная выставка, фотозона и кинолекторий «Война на экране». Будут показаны видеокадры о войне, фронтовые письма, состоится встреча с героями войны, стихи на военную тематику. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Ткварчалского районного суда. Одна вакантная должность. Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в помещении Верховного суда, расположенного по адресу город Сухум, улица Лакоба, 2 с 17 мая по 31 мая включительно. Справки по телефону 229 47 53. И в завершении выпуска традиционно о погоде.
сообщению Гидромедцентра, в пятницу, 19 мая, территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого южного циклона. Переменная облачность днем и вечером, местами возможен кратковременный слабый дождь. Туман. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем 17-22. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.